Приветик всем, кто по ту сторону экрана. Здорово, ребята! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». И будем знакомить тебя с новостями, не выходя из дома. Твои проводники через чащу событий Никита Буров И Аня Шакова. А вот сюжеты, которые помогут тебе не скучать дома. Сегодня в выпуске «Как в республике прошел праздник национального костюма», в какие музеи можно попасть только сейчас, кто в детской информслужбе работает на удаленке с первых же дней, и чтобы такое съесть, если все надоело. Все это и намного больше в «Горе новостей», так что смотри и не переключайся. Сегодня среда, 22 апреля. Каждый год в этот день отмечается не просто большой, а поистине грандиозный праздник – Международный день Матери Земли. И, кстати, это его официальное название. Мне кажется, что в этом году мы празднуем его как нельзя правильно. Сидим дома, снизилась загазованность от автомобилей, от деятельности заводов. В Венецию, говорят, вернулись дельфины, а в Уэльсе горные козы спустились в город. Мне кажется, это очень символично. Мы даем отдохнуть природе, и она дает отдохнуть нам. Но как бы ни казалось, что жизнь начала сбавлять обороты, это не так. Новости в количестве не уменьшились. Сиба и творческое объединение в режиме самоизоляции запустило сразу несколько интернет-проектов. Например, актеры детского театра «Сулпан» запустили такой онлайн-поэтический марафон, если можно его так назвать, к году башкирского языка и 125-летию со дня рождения башкирского классика Шейхзады Бабича. Сейчас самое время стать поближе к искусству и также узнать поподробнее, какие герои прославили Башкортостан далеко за его пределами. Актеры Башкирской филармонии сделали записи видеороликов к 75-летию Победы, где они читают стихи про войну. И в Инстаграме теперь проходят их эфиры ежедневно в 22:00. Сейчас Инстаграм и другие соцсети работают активнее, чем раньше. А вот вы, кстати, смотрите наши эфиры в Инсте ежедневно в 5 часов вечера? Да, а прямо сейчас давайте узнаем, кто работает в нашей группе ВКонтакте. Ну что, не скучаете на карантине? Я-то уж точно не скучаю, ведь работа телевизионщиков кипит всегда. Если ведущим «Горы новостей» было немного сложно перейти на дистанционную работу и вести эфиры из дома, ведь, сами понимаете, ничего не заменит те ощущения, когда ты находишься в студии и ведешь тот самый прямой эфир, то в моей работе особо ничего не поменялось. Я отвечаю за группы ВКонтакте и наш аккаунт на Ютубе. Моя работа не требует отдельного кабинета или студии. Я могу писать интересные тексты и сообщать вам о всех крутых новостях, будучи в любом месте. Главное, чтобы со мной был мой компьютер. Если вы думаете, что моя работа достаточно простая, то вы ошибаетесь. Чтобы писать интересные и качественные тексты, нужно хорошо знать русский язык и быть эрудированным. Новые сюжеты я внимательно отсматриваю, определяю тему и начинаю писать. Оставайтесь дома и открывайте все самое интересное вместе с нами. Дарья Карпова специально для «Горы новостей». Даша, спасибо. Даша тоже часть нашей большой и дружной команды. Сейчас телевидение и интернет – это взаимосвязанные сферы. И там без новостей никуда. Кстати, Уфа вошла в топ-10 самых танцующих городов России. Список был составлен ко Всемирному дню рок-н-ролла. Один туристический сайт решил составить рейтинг самых танцующих городов России на основе тех людей, которые танцуют дома, используя онлайн-курсы и танцы в соцсетях. Сейчас много чего можно узнать о городах, исходя из запросов в поисковиках. Да, в пятерку лидеров вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, да, все правильно, Казань, Екатеринбург, а Уфа оказалась на 6-м месте. Ну и раз уж мы заговорили о крутости городов, то предлагаю посмотреть следующий сюжет. Ежегодно в Башкортостане проводит очень крутой и яркий праздник День национального костюма.
Придумали это необычное торжество, которое отдаленно напоминает легендарный карнавал в Рио-де-Жанейро в 2015 году, для того, чтобы подчеркнуть уникальность нашей республики. На территории Башкортостана проживает 164 народности. У каждой из них есть свои исторические и культурные особенности. Праздник всегда проходит с размахом в Уфе. Перекрывают главные улицы, и начинается действительно грандиозное зрелище. В прошлом году я бы не решилась принять участие в таком масштабном шествии со своим великолепным костюмом, но в этом году онлайн-режим дает гору плюсов. Можно посетить все видеолекции, выставки, презентации и уроки по созданию национального костюма. В этом году Дом дружбы народов подготовил их 26. На них раскроют секреты тех или иных элементов, научат зашифровывать в орнамент тайные смыслы. Речь идет не только о башкирском костюме. А еще провели очень творческий флешмоб. Фото в национальных костюмах. Зацените креатив. В прошлом году не все желающие могли в полной мере насладиться праздником, просто физически охватить все. Но сейчас это можно сделать очень легко. Доступны видео и фотографии, которые останутся в сети еще надолго, и можно все успеть. Предлагаю посмотреть на самые яркие моменты из нашего архива. Как это событие проходило в формате офлайн. Весной 2021 года праздник пройдет с еще большим размахом. Ведь этот год показал нам, что веселиться можно и сидя дома. Главное – правильный настрой. Настя Бурмистрова специально для Игры новостей. Настя, спасибо. О таких мероприятиях забывать не стоит, даже сидя дома. Да и про новости тоже. А еще не стоит забывать про чтение. Известные писатели, издательства и книжные магазины обратились к правительству с просьбой о поддержке книгопечатной отрасли. Более 500 человек в открытую обратились к властям, чтобы причислить книги к числу необходимых товаров. Но ведь есть электронные книги. Именно такие я и читаю. Они не переносят микробов. В отличие от аптек и продуктовых магазинов, книжные магазины пока не входят в число магазинов, продающих товары первой необходимости. Поэтому я предлагаю продвигать электронные книги. Нужно перенастраиваться на новый лад. Вон, мировые музеи не унывают в такой ситуации. Режим самоизоляции, и ты сидишь дома, и ты думаешь, что тебе нельзя посещать культурные места. Но это не так. И тебе я расскажу, как можно побывать в разных точках мира с помощью интернета. Многие мировые музеи начали транслировать свои экспозиции в режиме онлайн. Лувр, Эрмитаж, Третьяковка, Венский музей истории искусств, музей Нью-Йорка и многие другие транслируют экскурсии или воссоздали их в 3D. Ты можешь обратиться к культовым произведениям. Например, вот Мона Лиза из Лувра, Париж. А вот таким легким движением мышки мы перенеслись уже в Англию, в Национальную галерею Лондона, и можем детально изучить легендарную картину Ван Гога «Подсолнухи». Многие театры показывают свои перформансы или делают их в режиме лайв. Венская опера, Метрополитен опера и многие другие. Кстати, наши театры не отстают тоже. Все, что тебе нужно, это любое устройство с выходом в интернет. Открываем браузер, вводим сайт Museum, ищем тебе интересные музеи. Например, если тебе интересно милитари, делаешь подходящий фильтр, а если живопись, то просто ищи галереи, а в моем случае это Третьяковка. Далее находим в интернете сайт музея или театра, тыкаем на вкладку «Запись» или «Трансляция» и наслаждаемся. Если ты в следующий раз подумаешь, что тебе нечем заняться, и будешь думать, поиграть в компьютерные игры или сходить в музей, то, конечно же, выбирай второй вариант. Тимур Закиулин специально для Горы новостей. Тимур, спасибо. А я вам напоминаю, что вы смотрите Гору новостей. И несмотря на то, что мы сидим дома, новости от этого не заканчиваются. В преддверии 75-й годовщины Великой Победы Национальная библиотека имени Валиди объявила о новом проекте «Потомки Салавата отступать не умеют». А что нужно делать? Я не хочу терять активность. Принять участие могут все желающие. Для этого нужно прислать на проект материалы
документального и художественно-публицистического характера, то есть фронтовые письма, фотографии, рассказы участников Великой Отечественной войны и их родственников, научно-документальные расследования, стихотворения, а также рассказы собственного написания. Проект приурочен к присуждению звания Героя России великому военачальнику и командиру 112-й башкирской кавалерийской дивизии имени Галиши Муратову. Также можно присылать материалы о детях войны и работниках тыла. А ведь День Победы не за горами. А без чего не обходится ни один праздник, абсолютно любой. Разумеется, без вкуснейшего угощения. Наши корреспонденты везде нам помогут. Сегодня я расскажу о том, как приготовить шарлотку, ведь это самое простое, что можно сделать на карантине, особенно если куча времени. Нам понадобится 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 4 яйца, 0,5 столовой ложки разрыхлителя и 3-4 яблока, смотря сколько у вас получится теста. Для начала нам нужно смешать сахар и яйца. Все 4 яйца. Теперь вот эту смесь мы взбиваем. После того, как мы все это взбили, добавляем муку и разрыхлитель. И снова все это перемешиваем. Теперь приступаем к яблокам. Моем их и нарезаем. Вуаля! Теперь яблоки добавляем в тесто. Теперь мы смазываем форму маслом. После этого мы берем нашу шарлотку, ставим в духовку и включаем ее на 40 минут. 45 можно, в принципе. Надеюсь, вам понравилось и у вас все получилось. Кровавая Акелина специально для Горы новостей. Акелина, спасибо. Такое стоит повторить каждому. И сейчас самое время, ведь наш выпуск подошел к концу. На этом все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Никита Буров. И Аня Шукова. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Не забывай оставаться дома. Пока-пока.